Здравствуйте, дорогие наши друзья! Не успели мы забрать троих новых хвостиков. Две девочки у нас уже даже прилетели в Москву. И в прошлом ролике мы вам всех их показали. Как появились очередные несчастные, которые просто погибнут, если их не забрать из ППЖ. Каждый день для собак в якутском отлове это борьба за жизнь. Холод минус 45. Голод, смерть от более агрессивных и смелых сородичей. Даже взрослые собаки не выдерживают этого. На этой неделе в Якутске минус 15. Значительное потепление. И это шанс, что кто-нибудь еще из хвостиков не умрет этой якутской зимой от голода и холода. Это видео из вольера, в котором обычно сидят новенькие. И самые уязвимые – подростки, маленькие, коротколапики, сданные в отлов домашние хвостики. Им, конечно же, сложнее всего. Этого маленького рыжика невозможно было не заметить. Одни ребра и хребет. Он пытается подойти поесть, но его не пускают более сильные собратья. Ведь еда для них, как говорим мы люди, на вес золота. Сколько таких, как он, не выжило и еще погибнет, мы точно не знаем. Но прошлой зимой количество собак в ППЖ сократилось почти в половину по официальной статистике. Также мы знаем, сколько таких бедойств нам удалось спасти, и они счастливы дома. Посмотрите на этот маленький скелетик. Давайте все вместе сделаем лютую якутскую зиму теплее и дадим шанс на жизнь этому малышу. Без вас нам не справиться. Иди ко мне, иди. На. Иди, мать, встань. Иди сюда. Девочка, иди ко мне, иди. Все, кто давно спасают именно собак из якутского отлова, прекрасно знают, что возможность получать фото и видеоматериалы собак, находящихся в ППЖ и ждущих спасения, становится все сложнее и сложнее. А раньше новый материал мы получали практически каждый день. Сейчас в лучшем случае это получается у кого-нибудь сделать раз в неделю, в выходной день. Конечно же, в первую очередь мы понимаем, что срочно нужно спасать истощенных, раненых или очень мелких собак, сидящих в одном вольере с крупными. Спасти хочется всех, но физически это просто невозможно. Но бывает так, что фото или видео одного вольера сделаны с разницей в 2-3 недели, а на них одна и та же собака сидит или лежит в одном и том же углу. Это значит, что, скорее всего, ей не дают перемещаться свободно по вольеру более крупные или агрессивные собратья. И она не может подойти к еде или спрятаться в ларь на сено, чтобы погреться. Если на это не обратить внимание и срочно не принять меры, то такие собаки, как правило, потихоньку слабеют и тихо, незаметно умирают. Именно такую ситуацию мы заметили в одном из вольеров, где на протяжении месяца раз за разом на фото белая собачка лежала на крыше ларя в углу, практически в одной и той же позе, и только иногда поднимала голову. Наши силы и возможности на исходе, но мы все понимаем, что промедление и бездействие чревато. На следующих фото мы можем просто ее больше не увидеть. Друзья, давайте спасем эту беленькую малышку и дадим ей шанс. Мы показали в этом ролике вам двух хвостиков и очень надеемся, что вместе с вами, благодаря вашей помощи, мы сможем их спасти, забрать из ППЖ. Кто им поможет, если не мы?